Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лила, и вы на канале Как-то так у Лилы. И, мои дорогие, я только что отсняла тот ролик, который будет идти перед этим роликом. И теперь, прежде чем я дальше начну, у меня сегодня заказ пирожков и котлет, короче говоря. И перед тем, как я начну снимать. Ну давай. Ибрагим пришел, будет уже баранов выпускать. Так, как раз она мне сейчас нужна, поэтому быстро распакую. Но, скорее всего, не буду снимать для вас готовку, потому что по времени вряд ли я успею. Мне нужно еще перемыть всю посуду. После обеда не мыла посуду. А потом уже заняться заказом. Может быть, просто вам, друзья, покажу готовую продукцию, да, уже. Ну, потом как-нибудь спокойно будем с вами снимать. Не всегда же заказы снимать, да? Так, и вот, что мне сегодня опять вот какой устроила сюрприз моя подписчица. Уже могу сказать с уверенностью, хотя, по-моему, все у меня, вы мои подписчицы, подруги. Подруга, мы с ней общаемся, не так давно мы с ней общаемся в личке. Она вышла со мной в личку, попросила, можно ли общаться. Конечно, можно. И мы с ней общаемся. И вот такой вот опять сюрприз от нее. Вы знаете, действительно, хоть мне и говорят, что вы лукавите, но мне неудобно получать подарки, хоть и приятно одновременно. Вот такой вот сюрприз. Оказывается, я вам поставлю, скорее всего, ее голосовое, которое она прислала Танзиле. Вот насчет того еще там говорили, что не лукавьте, вы же все равно отдаете им адрес. Никакого адреса я никому не отдаю. Они его узнают очень даже спокойно, и у детей моих узнают, и просто могут узнать. Мой адрес узнать не так уж сложно, да и любой адрес сейчас узнать не сложно. Вот камера, собака. Никак мне Ибрагим не купит штучку эту на штатив. 2-3 раза ездил, не нашел такую, какую нужна мне на штатив. Не держит телефон тяжелый. Раньше держал, правда, вот видите, потихоньку опускается. И вот она связалась с Танзилой, а эти вообще просто я помните, в каком-то ролике сказала, что у меня нет этих алюминиевых штучек. И спросила, во-первых, адрес Валбериса, ближайший для меня. И, по-моему, узнавала, что мне надо. Или она просто сама узнала. Я же говорила в ролике, что у меня блендер сломался. Или, может быть, я в личку говорила, что сломался. Я же так, когда мы общаемся, разговариваю, наверное, в личку сказала. Не знаю, я в ролике говорила или нет. Я уронила свой блендер, такой маленький, погружной, и он у меня сломался. А сегодня мне Танзила говорит, мам, говорит, и там же можно запчасти-то купить. И я-то не в курсе. Вот. Вот такой, вот отсюда штучка какая-то у меня упала. Не могу найти. Может быть, я не знаю. Может быть, подмела, убрала, не заметила. Не всматриваешься же в мусор. Особенно, когда заказываю, у меня и зелень падает, и что-то падает. Поэтому как-то не посмотрела. Так, все быстро-быстро, потому что, боюсь, я опоздаю. Мне надо обязательно перемыть всю посуду. Вот такую вот упаковку она мне прислала, алюминиевую, да, и в них можно и запекать. Светочка, огромное тебе спасибо. Ну, мы с ней общались и просто так по WhatsApp, и сегодня по видеосвязи. Все слова благодарности я ей уже сказала. Так что вот так вот. И смотрите. Ага, я их не видела. Они прям уже с крышечками. Наверное, будет удобно. Вот про них мне говорили. Просто мне некоторые подписчики говорили, что пластиковая посуда, которую я отправляю, вредная. Но мне не кажется, что она вредная, потому что она для горячей пищи тоже. Но если ее вот так вот, все равно придется фольгой обматывать или пленкой обматывать, потому что это не очень крепко. И они не такие вместительные, как нужны. Но они, конечно, тоже очень пригодятся. Даже очень. Замораживать в них можно будет. Я уже немножко подумала, что с ними делать. Можно будет делать заморозку в них. Вот, а это вот кругленькие с крышечкой тоже. Вот, и разогревать в микроволновке хорошо. Закрыла и разогрел. Видно, что я тут делаю? Так, вот так вот.
Спасибо огромное. Это. И знаете, еще к слову, я Алевтине в личке хотела сказать, но не сказала вот на днях. Мне очень пригодились. Только не думайте ничего, пожалуйста, что я к вам прошу, или чтобы еще кто-то что-то прислал, то сразу начинаю думать. Почему-то люди всегда начинают думать о плохом, а не о хорошем. Я просто хочу поблагодарить человека, потому что если сказать человеку благодарность еще и еще раз, человеку приятно, что то, что он подарил, я уже по себе знаю, пригодились. Мне очень пригодились формочки эти, которые прислала Алевтина. Потому что я такие никогда не покупала. И так удачно мне получилось, что несколько, 3-4 заказа было в больницу, я их не снимала. И прям вот очень удобные были они. Так что они еще не закончились, потом буду сама покупать на Вайлдберрисе. Так, ну вот. Polaris, да? Или как? Нет. Пролис, что ли? Девочки, я в английском, конечно, не ахти. Вот, он мне сейчас нужен сразу же, потому что нужно лук перебить. А тот блендер, который вот у меня таппарверовский, вот этот вот механический, он, ну, такую кашицеобразную не делает. Все-таки какие-то крупинки бывают. В пельмени я не хочу так, чтобы было. И в тефтеле тоже мне не нравится, когда слишком крупинка такая идет. Поэтому так, ну вот так вот. Вот такой вот блендер. Ну, они, в принципе, все такие, да, вот погружной, стакан, венчик. Все. Вот неуклюжая была. Как раз и детки тут были. Но уронила я, сама уронила. Не детки, а сама уронила. И вот это вот такая вот типа штучка там отлетела. Ну, все вот такой вот. Все-таки хочу показать. Захотелось показать мне, что... Так, ну, потом. Все, теперь дальше я буду работать. А потом, по ходу, что-нибудь да вам покажу как-нибудь, что я буду показывать. Света, еще раз тебе огромное спасибо. Всех благ тебе, чтобы... Ну, я это и сказала, и еще раз повторюсь. Да, и это самое, чтобы все, кто тебя любит, были живы и здоровы, и чтобы все, кого ты любишь, тоже были живы и здоровы. И у вас, друзья, чтобы все ваши родные и близкие были живы и здоровы. И чтобы был мир на земле. И огромное-огромное вам спасибо. И, мои дорогие, я решила все-таки поставить голосовое сообщение от Светы. Стала убирать коробочки. Думаю, давай-ка я поставлю сначала. Вы послушаете и поймете, что, ну, я не сама даю адреса, вот как они связываются. Просто дело в том, что буквально, я не знаю, до того, как она мне что-то прислала, она меня попросила Инстаграм Танзилы. Я как-то не придала значения и отдала ей, конечно, Инстаграм Танзилы. Вот послушайте. Да, Танзилочка, только маме заранее ничего не говорите, уже как получите, тогда уже скажете от кого. Она меня знает, мы с ней общаемся. Это мы живем на севере, мы живем в Якутии. Скажите из Якутии, все она поймет, кто. Только заранее, пожалуйста, не говорите. Вот такие сюрпризы делают мне мои подписчицы. Огромное спасибо, Света, еще раз. Я благодарна тебе от души. Так, мои дорогие, хочу вам объяснить немножко. Вы сейчас, наверное, посмотрели распаковку мою от Светы. И я уже хочу объяснить вам. Мне очень неудобно перед Светой, потому что этот ролик снят уже, наверное, все 6-7 дней тому назад. После этого мне пришла посылка из... Не буду говорить, потому что из-за этого слова у меня... Отключили комментарии в ролике последнем, который идет. Вот просто из-за того, что я назвала, откуда. Скорее всего, из-за этого. Галя прислала подарки, посылку детям.
И в этом ролике вы, наверное, многие наблюдали, что я открывала комментарии, они обратно закрывались. Мы открывали их, они обратно закрывались. Я просто не могла понять, почему это, но потом до меня как-то дошло. Скорее всего, потому что я назвала страну, откуда она пришла. Поэтому комментарии там были отключены. Не мы отключали, а отключал сам YouTube. Вот. И как-то получилось, что... Ну, я распаковку от Светиного подарка сняла. Ой, но он мне показался маленьким ролик. Думала, что-то еще досниму на следующий, на второй, на третий день. И выпущу. Но как-то вот не получалось. Я ничего не снимала. Вот распаковку эту сняла. И все. И больше ничего не снимала. Уже, наверное, сколько дней? 5-6 нормально ничего и не снимаю, мои дорогие. Поэтому вот сейчас сидела, смотрела... просматривала то, что сегодня снимала. Сегодняшний ролик почти тоже готов. Но я нашла эту съемку. Ой, думаю, как неудобно перед Светой. Я не выпустила этот ролик. И поэтому сегодня вот такой вот у меня ролик. И дело в том, что я не умею монтировать я умею кое-как. Если там не надо что-то много отрезать, обрезать, там, вырезать. Обрезать умею, вот именно вырезать что-то изнутри не умею, и написать что-то не умею, поэтому вот так вот я пишу Ибрагиму, вот видите, на листочке 8, с 8.04 обрезать, это я умею обрезать, я обрезала уже, но написать, что это мои заказы, вот на этих 3 маленьких роликах я не умею, поэтому я вам скажу, что вот после моего разговора я просто поставлю 3 моих заказа, которые были сделаны, ну, чтобы как-то ролик был более-менее... или интереснее, или чтобы вам сказать, что я делала. Вот, понимаете? Вот так вот, мои хорошие. Мне очень неудобно перед Светой, хотя мы с ней общаемся, конечно, она никогда в жизни этого не скажет, но людям, я знаю, что мои подписчики, если они что-то присылают, им бывает очень приятно, если я это на канале показываю. Кто не хочет говорить, чтобы я показывала, они сразу же говорят, не говорите, что я вам прислала что-то. А так, в принципе, я понимаю. Я просто, они мне не говорят, что... Но я понимаю, что людям, которые что-то мне прислали, подарили, бывает приятно, когда я показываю это на канале. Вот поэтому я сейчас показала вам эту распаковочку. И да, мне сегодня даже вот только что я делала фарш на пельмени. Так, у меня просто микрофон в руках. Он зацепился. Сейчас, минуточку. И Светочка моя дорогая. Света смотрит все мои ролики. Вот, только что помыла, поставила. Я пользуюсь этим блендером, не вытерла. Только что приготовила фарш для пельмешек. Очень удобный и очень хороший блендер, друзья. Вот так вот. И прям вот измельчает лук прям в кашицу. Совсем-совсем в кашицу. Очень удобная штука. Еще раз огромное спасибо. Ну все. А дальше вы будете смотреть мои ролики. Ну и вот. И последних этих 3 маленьких эпизодика. Это то, что я снимала. Заказики мои небольшие. Я заказов очень так не делаю. Вы сами знаете, что не делаю. Мало делала. Но все-таки вам поставила. Ну вот как-то так, мои дорогие. А это я пила чай, мои дорогие, с хворостом, который мне прислала моя соседка. Уже 2-3 дня. Уже закончился хворост. Был очень вкусный. Мальчики мои почему-то не любят. Это я вот в течение 2-3 дней потихонечку пила чай с хворостом. Все, дальше буду работать, буду для вас снимать. Ну, и ролик, который я снимаю сегодня, значит, выйдет уже завтра. Ну, вот как-то так. Ну что, мои дорогие, заказ мой готов, отправляю. Вот такие вот пирожки с творогом и с картошкой. Огромные получились. Котлеты и пюре. Пюре я не буду открывать, чтобы не остыло. Все, заказ едет в магаз. Заказ вроде бы принят. Обещали, через 3 минуты будет машина. Приятного аппетита, Гузю. Так, девочки, отправляю сегодня вот такой вот заказ постоянным своим клиентам. Это соус с мясом. Ну, наш вайнахский соус с мясом. Суп харчо, если можно. Если хотите, лагман. Это лапша для лагмана. Это сам лагман, подлива лагмана. Окунь жареный с луком.
хек жареный с луком, малосольные огурчики, 3 килограмма пельменей и 5 порций плова. Все, такси уже приехало. Так, сегодня суп-лапша, 2 порции. Вот так вот. И 2 вот таких вот лепешки на кефире, очень мягкие. Там у меня зеленка в руках, зеленка, друзья. Цыплят обрабатывала. Вот так вот. Очень мягкие, вкусные. Отправляю. У нас тоже на обед та же куриная лапша и те же лепешки. Ну все, отправляю. Все, благ вам. Такси уже ждет. Клозюэль.